Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня мы с вами на песочке посмотрим такую тему, что резко и неожиданно поменяется у вас со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, давайте будем разбираться. Смотрите, вмешательство закона, буквы закона, либо людей, представителей закона, улучшает вашу ситуацию, либо кардинально меняет вашу ситуацию, разворачивает к лучшему. Не знаю, кто-то заинтересуется вашей проблемой, либо в принципе вот у вас с кем-то проблема, в чем-то проблема. И какая-то проверка, проверяющие лица, организации, органы вмешаются, из-за вас, либо просто так, да, потому что так идет. И для вас все улучшается. Вам буквально вот открывается дорога к цветам. Вот иди, и без проблем все случится, все получишь, никакого сопротивления не встретишь. То есть какой-то такой прям, счастливый случай, да, можно так сказать. Может быть, вы там боретесь с какими-то бюрократами, либо ваш начальник на работе не желает людям платить зарплату, улучшать рабочее место, условия труда. Придет какая-то проверка, да, какие-нибудь там дознаватели, либо эти как расследователи, либо уполномоченные люди. Какая-то директива может выйти, да, всем повысить зарплату, либо сократить там этот бюрократический процесс. И как раз вам надо, и вы попадаете в эту колею, и прям так как локомотив проходите. Очень будет приятно, тьфу-тьфу-тьфу, пусть сбудется, пусть у каждого в жизни придет легкость, пусть этот счастливый случай коснется каждого. Есть у вас какие-то проблемы, нет у вас проблем, пусть вам повезет. Вот тьфу-тьфу-тьфу, еще раз искренне вам этого желаю. Дальше. Между мужчиной и женщиной выравниваются отношения. Но выравниваются они потому, что женщина мудрая. И женщина найдет правильные слова, которые очень сильно воздействуют на мужчину. Смотрите, вы все разные. Возможно, вы мама и сын. Возможно, вы парень и девушка. Да? Возможно, вы жена и муж. Кто еще может быть? Брат и сестра, может быть, да? Может быть, женщина, начальник, мужчина подчиненный, либо наоборот, да? Разные бывают комбинации. То есть то, что не получалось месяцами и годами, случится буквально там, в течение суток. Да? Вот дойдет до мужчины, что вы от него хотите, куда вы его ведете, подводите, либо чего вы от него ждете. И он такой: я понял, он просияет, он начнет действовать, и между вами отношения были такие, знаете, как ломаная линия, они выравниваются, они становятся такими гладенькими, понятными, приятными. Да? Это не так по пикам лезть, вечный взлет и падение, а именно вот плавное такое даже скольжение, не идти, а скользить. Очень хорошие гармоничные отношения вас ждут. Знаете, мои дорогие женщины, девушки, вы все-таки своего добились. Нашли те правильные слова, которые воздействуют на этого мужчину, и мужчина уже не сопротивляется. Мужчина уже вот прям готов, извините за слово, из ваших рук есть. Вот настолько вы в душу ему эти слова вложите, настолько душа будет их принимать. То есть это хорошее начало, еще раз тьфу-тьфу-тьфу. Мне нравится то, что я вижу. То, во что вы уже не верили, может, такая думаете, ничего не будет. А тут на тебе. И вот какие-то слова, вот 2-3 слова, может, там какое-то предложение, прям в душу ему попадет. И вот ему откроется, что да, вы ему не враг, что вы ему не желаете плохого, что вы его там не критикуете, не распекаете, а наоборот, вы хотите ему помочь. И вот как все сложится, и ровная линия ваших отношений меня очень радует. Дальше, мои милые. Здесь какой-то человек об вас свои зубы ломает. Причем не просто ломает, они в крошку идут, эти зубы.
Зубы, кстати, и клыки, и резцы, и коренные зубы. Не знаю, кто-то вас подгрызал, либо очень хотел подгрызть, разгрызть, но вы крепкий орешек. Вы настолько крепкий орешек, что любые зубы раздробите. Человек прям выть будет, выть, как дикий зверь. Испытает такую душевную боль, которую вот физическая боль не может перекрыть. Потому что зубки об вас ломает. А вам хоть бы что. А вы всегда знали, что у вас так просто не поглотить, так просто не погрызть, не укусить. В принципе, наверное, вы этому человеку и говорили: да, отстань от меня, не делай этого, пожалеешь. И да, человек пожалеет. Зубки-то сломает. Угу. Будет ходить с этой вставной челюстью. И я вам даже больше скажу. Если вы не до конца понимаете, кто ваш недоброжелатель и враг, то в ближайшие пару дней, пару-тройку дней, да, человек, который был вашим врагом, вот в прямом смысле слова будет ходить и плакать, и выйти скулить, потому что будет дикая зубная боль. Да, у кого-то там, не знаю, пародонтоз, у кого-то флюс, у кого-то там нужно будет вырывать зубы. Вот как раз-таки оно и сработает, да, оно и отыграется. И вы сразу поймете: ах, паразит, да, либо паразитка, это ты мой враг, это ты меня хотел покусать, либо сгрызть. Вот и все, теперь мучайся зубами. Да, такой момент показан, это прям серьезно. С вашей правой стороны, карма в действии, судьба в действии. Вы не пропадете, об вас зубы точно сломают. Дальше человек на букву В. Вот это интересно. Если вы женщина, то человек на букву В, мужчина на букву В, это может быть имя, фамилия и даже может быть никнейм, кличка. Этот человек вам проявится с самой неожиданной стороны. Вот чего-чего такого вы не ждали. Да? Человек может вам раз признаться в чувствах, раз может признаться в каких-то своих намерениях, в каких-то своих желаниях, эмоциях. То есть, в принципе, тут разнообразный спектр, может случиться что угодно. Но вы действительно этого не ждали. Для вас это будет такое вот прям вау-потрясение. Но с правой стороны, то есть не во вред вам. Если вы мужчина, то же самое, да, мужчина на букву В, другой мужчина на букву В, какой-то интерес мне идет. Интерес, опять же, к вашей личности. Это никак не касается любовных взаимоотношений, это больше касается профессиональных и, скорее всего, дружеских. И вы прям просияете. Вот мужчине прям очень будет приятно, что вот человек на букву В к нему проявляет интерес. Да, может, вашего начальника зовут на букву В, а может, вы его как-то называете на букву В. В общем, к вам так хорошо, тепло откроется. И это многообещающее событие. Пользуйтесь, да, пользуйтесь, не стесняйтесь. Вам это во благо пойдет однозначно. Дальше, мои хорошие, вот у кого-то неожиданно резко со дня на день случится дома какое-то событие, такое, знаете, положительное, как на праздник похожее, да, вот что-то отмечать, либо в доме чему-то будете очень радоваться. Может быть, радоваться за своих близких, родных людей. Может быть, вас именно дома застанут очень хорошие новости, приятные сообщения, опять же, радостные события. У кого-то еще может отыграться как какое-то праздничное мероприятие. Допустим, да, у вас что-то случилось, получилось, друзья придут, ваши подружки придут и скажут: давай отметим. И вы устроите такой мини-праздник, да, душевный, теплый и веселый. Может быть, отмечать будете, праздновать по поводу успехов ваших детей, либо окончания какого-то сложного периода, либо какого-то судьбоносного решения, да, позитивно вынесенного в вашу сторону. Но вот явно вы не ждете, вы ничего такого не предполагаете, вы живете своей рутинной жизнью, тут на тебе праздник случится. Так приятно, так душевно мне идет. И вот либо свои родные, либо вот самые близкие друзья мне еще идет. Да, вот хорошо посидите, поговорите, попразднуете, отметите. Здесь именно радость застигнет вас дома, либо в дом ваш войдет, да, еще так может быть. Кстати, у кого-то еще может отыграться, что человек, о ком вы мечтаете, о ком переживаете, кого вы очень сильно хотите увидеть, но почему-то в эту встречу с этим человеком не верите, такой человек еще может на пороге появиться, и тогда будет действительно праздник, двойной, тройной праздник, да, и мечта сбылась, и человек пришел, и еще и отмечать будете, да, вот такой тоже момент может быть.
Дальше, мои хорошие, очень неожиданно для вас и резко будет то, что у маленького дракона, ну вот как потолок случился, да, потолок достиг потолка, а дальше вот все закрыто, да, закрыто. И вы знаете, несмотря на то, что вам хочется лететь все выше и выше, да, драконы, они все-таки про достижения, про успех, про ваш личностный рост, про ваш карьерный рост. Ну вот уперлись вы в потолок, вот неожиданно и резко, и думаете, ничего себе, а чего так потолок близко оказался, да? Я хочу дальше, я хочу больше, еще хочу. Да, вот вы для себя, во-первых, результат подведете, да, вот достигла, да, я молодец, я умничка, я достигла. И плюс вы планочку еще выше поднимете, да, вот скажете, а я дальше пойду, а я еще хочу. И это, кстати, очень важное событие в вашей жизни. Здесь вы не по указке, не по принуждению, не по чему-то велению, хотению, но по собственной воле сами себе задираете планку. Вот. И вам будет легко лететь, у вас не будет никому претензий, обид никаких не будет. Вот. Вы сами себя на своих крыльях поднимаете все выше и выше. Вот прям программа максимум не идет. Возьмете себе программу максимум. И знаете, у вас все получится. Конечно, не со дня на день, но тем не менее у вас все получится. Это вы должны знать. Тут гарантированный успех. Дальше. Какие-то плохие новости. Но они придут не к вам, а они придут к кому-то, кто, ну, допустим, вам не безразличен, да? Давайте скажем так, да? Многие люди могут быть не безразличны. Вот к ним придут не очень хорошие новости. И я вижу, что вы буквально вот прям что-то бросаете, идете к этому человеку, либо едете, либо по телефону говорите, как жилетка. Жилетка будет полностью мокрой, прям будет капать вода, да, человек прям плакаться будет вам. Вам, конечно, будет жаль этого человека, вам захочется что-то сделать, чем-то помочь, но не все в ваших силах, к сожалению. Ну, самое лучшее, что вы сделаете, это то, что побудете этой жилеткой. Конечно, эмоционально это очень тяжело и очень утомительно. Вы устанете гораздо больше, чем вы бы там физически работали. Но вижу, что доброе дело сделаете. Может быть, там не все так страшно, да, может еще что-то поменяется, но человек будет настолько сильно расстроен, что вам придется побыть этой жилеткой. Так, еще 4. Здесь 4 распадается на части, на 2 части, да. 4 это у нас отношения, это у нас семья. С левой стороны какая-то семья начнет распадаться. Семья, либо пара, которая вам знакома. Да, это будет неожиданно. Но я не могу сказать, что это будет трагедия. Возможно, все уже к этому и шло. Да? Либо вы со стороны, наблюдая этих людей, понимали, что они друг другу не пара. Либо они вместе мучаются. Либо, ну вот, какая-то ошибка произошла, что они сошлись. И, возможно, вы предсказывали, что они скоро разбегутся, да, что они не смогут быть вместе. И вот оно происходит. У вас какое-то двойное чувство. С одной стороны, вы утвердились в своем предчувствии, в своем предсказании, в своем понимании, да, видении. А с другой стороны, все равно немножко жаль, да. Возможно, вы к этим людям хорошо относитесь, возможно, эти люди вам не чужие люди. Ну, значит, время пришло, да. Вы же изначально понимали, что что-то тут не так. Какая-то ошибочка затесалась. Ну, что есть, то есть. Знаете, люди сходятся, люди расходятся. А главное, чтобы счастливы были, да, согласитесь. Это же главнее всего. А вот так, знаете, для галочки жить, да мучить друг друга, ну, это неправильно. И еще, мои хорошие, неожиданно вы на что-то решитесь. Вот вы долго об этом думаете, долго и сейчас, наверное, думаете, а потом в один момент вы говорите, все, беру и делаю, либо беру и покупаю, пойду и съезжу, да, вот как-то вы в один момент решаетесь, какое-то как наваждение, что ли, на вас не зайдет. Решение, которое за вас принимают, я так понимаю, высшие силы, а вам они его просто внушают. То есть они вам дали время на подумать, вы не могли решить, вы не могли придумать, что вам делать, либо у вас было так много сомнений, что высшие силы такие, ну хватит, да, сколько можно ждать, вот тебе решение. Но я вижу, что вы будете что-то делать именно для себя, и вы знаете, вам это на пользу пойдет.
Вот решение будет принято, будет реализовано, и вам это пойдет на пользу. Вы все разные, не могу сказать что, но вы об этом давно уже думаете, никак не можете решиться на это. А высшие силы возьмут и внушат вам. И вот сами себя не помня, пойдете и сделаете, либо поедете и сделаете. У вас, знаете, как время, как во сне. Слышали такое выражение? Вот вы его испытаете на себе. Так, и еще неожиданно. Со дня на день. Ну, тут женский, как вот, туфель, да, получается, на высоком каблуке, но носок слишком сильно задран вверх, да, как-то неестественно. Обычно женские туфли, они к свиданиям и даже к каким-то предложениям, ну, личного характера. Вы себя, судя по этой туфельке, да, очень, ну, цените, да, и это правильно. И вы, ну, себе цену знаете. Вы не согласитесь на что-то неприемлемое, неудобное, либо унижающее ваше достоинство. Вот мне идет, что вы кому-то откажете. И ваш отказ произведет впечатление на того, кому вы откажете. Человек даже как-то по-другому к вам отнесется, да, либо по-другому вы заиграете в ее глазах. Сейчас скажет, ну надо же, да. А я-то думала грешным делом, да, что все там просто. Ромашки подарил, да, шоколадку сунул, и все, она моя. А тут, видите, не хочет так. Ну, значит, надо по-другому. То есть, в принципе, да, любить себя, уважать себя, это неплохо, это очень хорошо. И когда вы себя любите и уважаете, то и другие люди начинают вас любить и уважать. Возможно, да, человек своим предложением вас обидит, ну вот прям заденет самые лучшие чувства. И, возможно, для вас это нетипично, да, включать гордыню, включать там эту самооценку на полную. Но, тем не менее, вы это сделаете. Вы повысите свой статус и свою ценность, да, в глазах этого человека. Правильно, это все правильно. Дальше вижу деньги. Но деньги какие-то небольшие. Деньги, которые... Ну вот честно скажу, кто-то найдет. Может быть, в какой-то книге, может быть, в кармане, в чем-то, где-то вы найдете деньги. Может быть, даже не в своем кармане найдете деньги. Ну, допустим, ваш любимый в стирку дает вам вещи, вы их там перед стиркой, понятное дело, там карманы, а там деньги лежат. Вы такая, ну, мое будет, да, мне на конфеты, на шоколадку, на ногти. Ну, сумма такая, знаете, и небольшая, и не маленькая, что-то средненькое. Ну, а кто-то, может быть, какую-то заначку имел, да, и вы найдете эту заначку случайным образом. А возможно, это ваша заначка, о которой вы позабыли. Может, вы даже не специально ее делали, просто вот как-то так пришлось, замотались, закрутились и забыли. И вот найдете вы, мне идет, что какие-то деньги. У кого-то даже деньги могут быть как валюта, что ли, да. Ну, не вашей страны, не там, где вы живете. И я вам скажу, это добрый знак. Обязательно с этих денег сделайте хоть крошечный откуп. Вот хотите, ну денег дайте, да, на откуп, а хотите на эти деньги купите что-то и угостите человека, тоже будет откуп. Вот, не забудьте, тогда такие деньги вот спонтанные будут приходить к вам гораздо чаще. Ну, как говорится, хорошему человеку и небеса деньги посылают. Правильно? Правильно. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.